Армысыздар, құрметті достарым, жерлестерім, сіздермен бірге Алмас Дүкенбайұлы деген YouTube арнадан. Достар, мен ауруды алдын алу мен оңалту саласында бизнесті дамытумен айналысамын. Медициналық микросфералардан жасалынған бұйымдарды сатамын. Медициналық микросфералар ауруды күнделікті алдын алуға және түрлі ауыр жарақаттардан кейін, операциялардан кейін, аурулардан кейін тез оңалып кетуге көмектеседі. Оңалту уақытын екі есе қысқартады. Бүгінгі бейнероликте медициналық микросфералардан жасалынған бұйымдарға қатысты дәрігерлерден, ғалымдардан, жүргізушілердің пікірін көресіздер, тыңдайсыздар орыс тілінде. Достар, бүгінгі роликті Ресей азаматының YouTube арнасынан кесіп алған. Сондықтан оның сайтына қатысты ақпаратты мен үстінен жауып тастағам. Достар, мен біздің қоғамға дұрыс тамақтану мен ауруды алдын алу мәдениетін насихаттағым келеді. Медициналық микросфераларға біз өзіміздің күнделікті тазалығымыз үшін қажетті құрал ретінде қарауымыз керекпіз. Күнделікті сабынмен, тіс жуатын щеткамен, пастамен қолданамыз ғой, сол сияқты микросферамен күнделікті де қолдануымыз керекпіз. Ал енді достар, жақсылап отырып, тамашалап отырып, пайдалы ақпаратты көріңіздер микросфераларға қатысты. Ученые физики из МГУ, с физфака посмотрели, насколько удачна эта наша идея поймать это ИК-излучение и вернуть его в организм. Они показали физическими экспериментами, что действительно практически эти изделия, которые мы производим, они непроницаемы для ИК-излучения. Большая часть отражается назад. И если, естественно, это изделие завернуть в удобную форму, будь то подушка, матрас, обертка вокруг руки, ноги травмированной, да, мы можем получить что? Организм излучает, и возвращается это излучение уже скоррегированное вот этими самыми нашими изделиями, полыми, которые представляют из себя керамические производные полых сфер. Оно возвращается в организм и выправляет те самые патологические процессы. Мы брали несколько групп пациентов. Вот одни у нас лежали на этих матрасах, другие не лежали. Электрокардиограммы, делали анализы крови, делали исследования реограммы сосудов головного мозга. То есть проводили сравнительные анализы. Во-первых, улучшилось кровообращение в головном мозгу, снизилось давление. То есть мы сейчас продолжаем использовать вот эти матрасы. У нас лежат пациенты на них уже несколько лет в условиях... Не жесткое, нет? Нет, не жестко. Это совершенно никакого, так сказать, неприятного ощущения не вызывает. Вот эти микросферы, их исследования, они проводились и проводятся и сейчас очень интенсивно. Я внимательно слежу за литературой и последние вот исследования тоже просмотрел. Вот это отражение этих самых инфракрасного излучения, которое происходит в результате контакта тела биологического объекта с ними, они как бы, имея такую структуру, вот эти микрокапсулы, они аккумулируют это излучение, и они его конденсируют и усиливают. Проводились еще исследования у нас в центре реабилитации, и там очень много пациентов с радикулитами и с различными такими остеохондротическими болями в спине. Я сам, ваш покорный слуга, пользуюсь этим матрасом на протяжении 4-5 лет, мне уже к 70 годам. Я как бы считаю, что я излечился от радикулита. В областном кардиологическом центре главврач Игорь Эльгард отмечает, что микросферы зарекомендовали себя самым положительным образом. Нам предоставила фирма 25 комплектов этого, так сказать, оборудования, можно назвать это оборудование, это матрасы, подушки. И мы видим, что это хорошо, и это, будем говорить, очень и очень полезно. Отмечая положительный эффект использования, специалисты кардиоцентра говорят, что изделия являются альтернативным медикаментозному видом лечения. Мы не только используем свои изделия, мы еще и рекомендуем и приобретаем для своих знакомых, друзей и родственников. Каждая моя сотрудница имеет не менее 3 изделий.
Мы дарили их на Новый год, они их используют, нам помогают. И если попросить сейчас девочек встать, каждый сидит на подушке-сидушке, так называемой в просторечии, которую мы используем конкретно для себя. Варикозный шейн является крайне актуальным вопросом современной медицины. Это заболевание основно поражает наших прекрасных женщин. Одним из современных методов лечения является использование повязки для использования на нижней конечности, на голени у больных с варикозной расширением вен, варикозной болезнью и наличием хронической венозной недостаточности. В течение 45-дневного периода лечения данной повязкой пациенты остались довольны. Отмечалась положительная динамика в виде уменьшения степени выраженности симптомов хронической венозной недостаточности. Это уменьшение тяжести нижней конечности по визуальной шкале, боли в нижней конечности, а также уменьшение проявления судорог, которое особенно уменьшалось уже к 30-му дню использования этой повязки. Также по данным ультразвукового дуплексного сканирования тромботических осложнений в виде тромбофлебитов, флеботромбозов не зарегистрировано осложнений. По данным опросника ЦИВИК-2 отмечалось улучшение показателей как физического здоровья, также и психоэмоционального фона. В общем-то, отмечалось положительное влияние на венозную гемодинамику и уменьшение в виде жалоб по использованию повязки на голень. Знакомство с повязкой произошло после травмы на проекте без страховки. Я сломала ногу на батуте. Об этой компании мне рассказала подруга, у которой, собственно говоря, была аналогичная травма. Рекомендовала, я попробовала. Вы знаете, понравилось. Отношение к этому было достаточно сложное. Почему? Потому что травма серьезная, и отеки, все-таки сломанная нога, и хирургическое вмешательство. И каким образом может повязка помочь в этой истории, даже если она с наполнительными микросферами, для меня было, конечно, непонятно. Но я все-таки попробовала, почему бы нет. Достаточно сложно сказать, какие были ощущения первую неделю. Почему? Потому что все-таки это серьезная травма, отеки, они не позволяли понимать, что вообще происходит с ногой, плюс обезболивающие. Но когда эта история прошла, вот тут как раз и я в полной мере поняла, как работает повязка, помогает, отеки стали проходить, и эффект был достаточно быстрый и серьезный. А вы знаете, удивительное дело, как только я обратила внимание на то, что восстановление после травмы прошло хорошо, я вспомнила о том, что у меня все-таки варикоз. Плюс не надо забывать, что я очень много снимаюсь, работа сидячая, и отеки после 16-часовых съемок, конечно, большие. И вот тут я стала использовать уже повязку немножко даже для других целей. Если небольшой перерыв, то всегда одевала повязку, даже будучи в студии или в гримерке. Приезжала домой, обязательно на час, на два я одевала повязку, ложилась, и отечность проходила прям моментально, вот уверяю вас, действительно моментально, потому что это было заметно. У меня была всего одна повязка. Вот когда я видела, что на одной ноге отечность прошла, а на второй еще есть, тогда я позвонила в компанию и заказала уже вторую повязку. И теперь мои ноги в полном комфорте, и, соответственно, процесс оздоровления, можно назвать даже это и так, происходит равномерно на двух ногах. Я не просто рекомендую своим знакомым и родным повязку, я пошла еще дальше. Я стала дарить повязку. Почему? Раз они не следуют за своим здоровьем и не руководствуются рекомендациями, которыми я даю, и которые пропустила через себя, то им приходится это делать невольно. Почему? Потому что я достаточно часто спрашиваю, как?
подошла, помогает ли, все ли хорошо, может быть, еще что-нибудь прикупить в качестве подарка. В этом отношении даже я пошла дальше. Одна из моих родственниц, она постоянно сидит. Кстати, у меня тоже сидячая работа, но все-таки я бы одела бы повязки, но камера их вылавливает, то есть видно, на мои ноги видны. А вот она сидит в бухгалтерии за столом, ничего не видно, поэтому с большим удовольствием одевает и целый день, и ходит, кстати, и сидит. Но, дорогие женщины, конечно, нужно помнить о здоровье своих близких, особенно, и не забывайте, мужчины, вам тоже это рекомендовано. Но и, дорогие мои женщины, не забывайте, конечно, и о себе. Мы много работаем, забываем про самое главное наше достояние. Это наши красивые ноги. Ну, я такой человек, я все подвергаю сомнению, пока сама не увижу, не услышу и не попробую, не пощупаю, ни за что не поверю. Конечно, когда мне стали объяснять по поводу подушки и матраса, о том, что действительно они улучшают и сон, и дают отдых шее, спине, ну, как-то было все сомнительно. Но, вы знаете, попробовала, сейчас пользуюсь этим постоянно и могу точно сказать, работает. Вообще, по рекомендациям, положительные изменения, снятие чувства усталости где-то происходит через неделю. Но у меня это произошло сразу. Как только я постелила матрас, почему-то меня предупреждали, что мне будет немножко некомфортно, но у всех это происходит по-разному. Мне стало сразу комфортно. Почему? Потому что я очень люблю спать на жестких поверхностях. Когда я смотрю телевизор или просто отдыхаю, или читаю книгу, конечно, подушка обязательно должна быть у меня под головой, и особенно на шее. Поэтому сейчас я уже даже не вижу своей жизни без этих предметов. Так они быстро и так полноправно вошли в мою жизнь, оберегая мой сон, здоровье и, главное, отдых. Подушку и матрас я использовала четко по назначению. Я постоянно сплю на этом матрасе, и на подушке, соответственно, я не сплю, но во время отдыха я ее использую. Я достаточно часто езжу за рулем, поэтому под спину она очень хорошо подходит. Правда, действует сразу. Также я бы рекомендовала, у меня, кстати, моя подруга быстренько сориентировалась с этой подушки и подарила маме, когда она читает или вяжет в кресле, тоже очень хорошо подходит. Очень подходит мамочкам, особенно молодым мамочкам при кормлении. Сама, знаю, 2 детей родилось, знаю, как болит спина, когда ты держишь младенца на руках. Ну, по сути, у подушки такой многофункционал, что можно использовать ее при любой ситуации. Главное, включайте вашу фантазию и не забывайте о вашем здоровье. Но я не просто рекомендую своим знакомым, родным и, главное, любимым, моим детям, подругам, родственникам. Я пошла на небольшую хитрость, которая здорово сработала. Я стала делать подарки. И, соответственно, здоровье моих близких сразу улучшилось, потому что им ничего не остается, как это просто пробовать и использовать. Ну и, соответственно, я тоже периодически спрашиваю, каковы результаты, может быть, еще что-нибудь прикупить. Ну, правда, они уже сами этим пользуются, знают, куда обращаться. И, конечно, особое внимание я уделяю своим детям, сыну и дочери. Они у меня тоже стали пользоваться, потому что молодежь очень скептически относится к своему здоровью. Но в силу того, что сын очень много проводит времени и за рулем, и за компьютером, конечно, такая уникальная продукция, которая ему совершенно не мешает, в общем-то, а только помогает, ему стало нравиться. Ну, а моя доченька с ее женским молодым здоровьем, конечно, тоже использует. Поначалу не очень, но сейчас, конечно, они это делают с большим удовольствием. Единственное осталось, чтобы только они еще на матрасах начали спать. Но у меня есть время к этому их приучить. Так что пользуйтесь достаточно уникальной продукцией и будьте здоровы. Счастья! Что собой представляют эти самые микросферы и есть ли вообще лечебный эффект?
Свыше 200 видов этих микросфер, и в том числе медицинских микросфер, потому что они используются в самых различных сферах нашей деятельности, и в том числе военно-промышленного комплекса, в области медицины, в области бытовых различных шампуней, кремов и так далее, и так далее. Но наши микросферы отличаются следующим, что они особо чистые, то есть в них нет никаких примесей, о чем говорят санитарные сертификаты, вредных примесей. Это натриево-боросиликатные микросферы. И само название уже говорит о составе этих микросфер. И это просто стеклянные шарики, Только которые очень мелкие. Да, только очень маленькие. Как они делаются, производство? Их выливают стеклом. Затем это стекло взрывают при определенной температуре, и это стекло взрывается естественным путем, вот эти шарики разного диаметра, от 20 до 200 нанометров. То есть, когда вы открываете пузырек, они буквально вылетают, как будто пар. То есть до такой степени они маленькие. Но мало того, что они маленькие, они еще пустые внутри. То есть как будто мыльные пузыри. Вот. И они белоснежные, то есть когда вы видите этот порошок, это необыкновенной красоты. В пузыречке болтаешь, и как будто молоко переливается. Я видел, я даже вот. И когда трогают и переливаются, люди сразу говорят, что я хочу на этом спать, лежать, применять, потому что это очень красиво и кинестетически, очень эстетично и приятно. Необыкновенное ощущение могу добавить. Вот я верно. трогал, то есть кто-то говорит, это похоже на пудру, это не на пудру, не на муку, вообще ни на что не похоже. Причем совершенно безвредно, поскольку используют косметической, так сказать, промышленности. Космической деятельности человека использовались? Да, с 70-х годов. И мне повезло, буквально вот в мае месяце прошлого года ко мне приехала врач из Узбекистана. И когда она увидела эти изделия, она говорит, да знаю я эти изделия, у меня мама пользовалась в 70-е годы подушкой, а папа ездил на сидушке на мотоцикле. Я говорю, как? Папа на мотоцикле, а мама спала. Вот. Она говорит, ну да, они на Байконуре, моя мама врач, работала. Их используют для восстановления летчиков, космонавтов и так далее. То есть, а потом второй случай, просто вообще потрясающий. То есть мне в жизни какие-то уникальные случаи. Все время еду в поезде и просто встречаю человека, моего ровесника, которому уже под 70. И я ему что-то начала микросферку, он говорит, что-то болит у него. Я говорю, во, есть. А он говорит, да знаю я. Откуда? Ну, я думала, он что-то уже знает о наших изделиях. Он говорит, нет, я в армии служил в 70-х годах, в спецвойсках в Африке. И он говорит, угадайте, Светлана, за сколько зажило мое колено, простреленное насквозь? Я говорю, ну, 2 недели. Он говорит, нет, 3-й день я уже был в строю. Нам даже лекции читали о микросферах, и нас лечили микросферами. Все раны, ожоги и так далее и тому подобное. Вот такой еще случай. И еще один случай. Я встретила директора завода в Самаре, который сказал, пришел купить, говорит, ой-ой-ой, я это хочу. Я говорю, а что у вас такое? Он тоже мой ровесник. Он говорит, 15 лет назад у меня в руках взорвался бензин. И я в клинической смерти у меня была, вот, и меня на ночь положили 45% ожога, до кости сгорела рука и нога, лицо было месиво. Сидит передо мной совершенно с гладким лицом человек, показывает мне руки, вообще никаких следов ожогов. Я говорю, ну и как? Он говорит, я 1 ночь всего лишь лежал на ожоговых, ну, которые есть в реабилитационных центрах всей нашей страны и так далее. Вот я лежал 1 ночь, и на утро, когда меня положили в палату, я вдохновил всех. Там был мужчина, который обожжено лицо кислотой, не хотел жить. Мы занимались этим достаточно долго, и уже более чем 3 года у нас эти матрасы используются в дневном стационаре Тверского кардиологического диспансера областного. Ну и мы проводили исследования, результаты которого мы, собственно говоря, и были обнародованы. В принципе, не то, что какие-то побочные эффекты, побочных эффектов не было. Но представьте себе, что это ведь соединение кремния, это совершенно индифферентное ко всяким, инертное совершенно вещество, оно не может. Другое дело, что там речь шла о том, что они могут как бы испаряться там или... Но то, из чего изготовлены матрасы, они практически не допускают разрыва в ткани. Эта ткань такая, которая практически не
поддается никакому воздействию. Да, там специальное покрытие. Специальное которое не покрытие, дает. да. И мы использовали эти матрасы, и сейчас продолжаем использовать их. Фирма нам это выделила где-то 30 матрасов, и они лежат спокойно себе на кроватях, где лечатся наши больные. Я вам скажу, что по результатам исследований у нас были результаты вполне обнадеживающие. Я не говорю о том, что это было монотерапия, то есть эти матрасы и подушки, они, естественно, использовались при лечении стандартными препаратами, но лечение достигалось, я бы сказал, некоторым образом быстрее. А в некоторых случаях даже вообще, вот я хочу сказать, что такие случаи, как застарелый радикулит или такие заболевания, как это самое ишас, короче говоря, они... Ишемическая болезнь сердца. Нет, ишемическая болезнь сердца здесь не совсем напрямую. Здесь мы пока воздержимся делать какие-то заключения, а вот по заболеваниям опорно-двигательного аппарата там вполне реальные результаты. И я могу сказать по себе, что я использую где-то больше 3 лет этот матрас, как бы да, избавился от радикулита. Я не знаю, совпало это или нет, но мне кажется, что это именно потому произошло, потому что мне 69-й год, и я, как говорится, последние годы после 60 страдал тяжело, но сейчас последние годы он у меня как-то не звучит. То же самое у меня. Да. Абсолютно надо сказать, что не бывает каких-то уникальных средств, которые используются как... Не бывает панацеи, что называется. Конечно. А уникальные средства это и есть панацея. Но это как бы надуманные вещи. Определенная патология лечится, как правило, даже не одним лекарственным средством, а группой комплексного лекарственных средств. Также используется физиотерапевтическое лечение как дополнение, другие виды лечения. Так вот, мы тоже не используем это исследование как монотерапию. Всеми рекомендациями показаны для лечения венозной патологии венотонические препараты и компрессионная терапия. Все это используют пациенты. Но они еще используют повязки для домашнего использования. Они же не могут в этих повязках на улице ходить, понимаете? Это для домашнего использования. По несколько часов в день ходить. И они отмечали, что положительный эффект в виде уменьшения и таких жалоб по венозной патологии, как судороги уменьшались, тяжесть в ноге уменьшалась. В комплексе лечения это хорошее средство, как метаизделие использования. Я бы хотела добавить к вашим словам по поводу судорог. У нас на работе 2 сотрудницы, обе были беременные, и обе мучились судорогами ног. То есть при таком положении не могли принимать никаких препаратов, и наши именно повязки помогли и одной, и другой девочке в этом случае. Самое первое изделие, на которое мы получили сертификат, это были подушки, потом матрасы. То есть не сразу мы на все получили. Практически проходил год для того, чтобы мы получили разрешение. Хотя в них одно и то же. Я вас прерву, потом продолжим. У нас снова звоночек. Слушаю вас. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот сейчас вас по Тверскому проспекту региону. И мне очень интересно, можно ли сочетать применение микросфер с традиционными видами лечения? Спасибо. Вот, наверное, человек не с самого начала включил. Давайте еще раз ему ответим. Пожалуйста. Конечно, не можно, а нужно. Для каждого нозологии, в общем-то, существуют рекомендации российские, европейские. И назначаются как раз основные группы препаратов. А микросферное лечение, так скажем, оно близко к физиотерапевтическим, оно идет как дополнение к основной терапии, основной базовой терапии, которая показана при любой нозологии, которая здесь участвует. И это неврологическая патология, и венозная патология. Они должны получать основную базовую терапию обязательно. То есть само по себе, если у человека проблема варикоз, мало просто купить изделие. Нет, понимаете, визит к врачу нужен все равно. Обязательно. Врач это как бы основоположник, осмотр врача это обязательно. И
И базовая терапия абсолютно необходима. И это как дополнение к базовой основной терапии. И также касаемо вот лечения артериальной гипертонии, чем вот мы занимаемся в условиях дневного стационара, ишемической болезни сердца, ну и последствия инфаркта миокарда, безусловно, все это воздействие микросфер – это поддержка лечению основному. Иногда эта поддержка очень существенная. Я могу вот вам тоже такой же, как продолжить тему курортного лечения. В курортном лечении ведь вы сами знаете, что процентов 30-40 помогает, безусловно, очень хорошо. Минеральные воды или грязь, или это самое, какие-то йодобромные там и прочее. Или даже нафталан, но остальные без всякого эффекта бывает. Бывает вообще даже ухудшение. Здесь ухудшений мы пока не замечали, может быть, еще недостаточно много мы исследовали, но в любом случае какому-то количеству пациентов помогает, безусловно, очень хорошо. Как вот в случае со Светланиным мужем, очевидно, произошло. И с братом. Может быть, да. Но на самом деле вот не факт, что каждому из тех, кто пользует эти изделия, это может помочь. Это реально, это наша жизнь. То есть не нужно иметь сверхожидания. Если можно, добавлю Игоря Абрамовича данные. Ну, здесь оказывает влияние еще влияние на вегетативную нервную систему. Да. Это огромное влияние и на такой, так скажем, психоневрологический статус пациента. И это особенно от приматраса, которые взаимосвязаны с грубой неврологической патологией и с венозной патологией, влияние вот на такого плана. Вот. Здесь такое не прямое влияние, оно многогранное. Вот мы как-то, да, вот сначала говорили о том, что это физиопроцедура, и о том, что это излучение, которое, так сказать, выделяет человеческий организм, сам человек, оно возвращается к нему же, то есть оно удваивается. Да, то есть 100%. Вот. Поэтому здесь какие процессы... Но эта тема, она еще подлежит изучению, я больше чем уверен, что она ждет своих исследователей, но мы только начинаем это все, это не так просто. Биоэнергетика человека – это одна из нерешенных вопросов и требует дальнейшего изучения. Мы изучали только некоторые аспекты. Вот у нас изучалось влияние, например, на психоэмоциональный статус, влияние на жалобы. Пациенты отмечали, что у них отмечались улучшения. Стабилизация какая-то. Стабилизация, да. Что у них было настроение улучшается. Депрессия, да? То есть да, улучшалось более улучшение, но это, конечно, Светлана больше это скажет. Вот я расскажу, потому что психология, и, собственно, из-за чего я вообще этим занялась, поскольку я, не врач, и меня мало интересовало, что вены у мужа прошли, прошли, там, десна перестали кровоточить, ради бога, лысина заросла, почернели волосы, ладно. Помолодел лет на 30, самое было другое важное, поскольку я с ним прожила уже скоро будет 50 лет вместе, он стал очень с возрастом от того, что вот ноги болели, понимаете, очень тяжелый характер. А после того, как он стал спать на подушке, у него стал добрый, хороший характер. И то же самое у моего брата после инфаркта обширного. У него 10-сантиметровый участок, 8% проходимости. 2 стенда уже стояло, 2 года его готовили к операции. Он был злой, живот вырос огромный, но это было ужасное что-то. И я подарила, чтобы он стал добрее. В результате он полгода поспал на подушке, ему отменили операцию. Короче, у него полностью этот участок исчез. Но я все-таки хотел бы подчеркнуть, что, безусловно, то, что вреда от этих изделий никакого не может быть, это совершенно абсолютно точно. То, что это в некоторых случаях положительный эффект приводит, и причем довольно часто, это тоже, безусловно, это нами зафиксировано, да. И то, что изделие соответствует инструкции, что они содержат именно капсулы, и никакое отрицательное воздействие они не оказывают. Достар, дәрігерлерден, ғалымдардан естіген ақпарат сіздерге пайдалы болды деп үміттенемін. Сұрақтарыңыз болса, немесе сатып алғыларыңыз келсе, онда маған WhatsApp-қа жазыңыздар. 8-702-28-28-401 Алмас. Барлық осы медициналық микросфералардан жасалынған өнімдерді Артрейд деген брендпен сіздер біздің
қазақ медико-биологиялық тамақтану мен оңалту ғылыми зерттеу институты арқылы тапсырыс жасап сатып ала аласыздар. Қазақстанның барлық жеріне және әлемдің кез келген жеріне почта арқылы жібереміз. Бағалары Ресейдің сатушыларының бағаларымен бірдей. Осы бейнероликтің астында описанияға кірсеңіздер, сайтқа сілтеме болады. Сол жерде артрейттің өнімдері мен бағалары тұрады. Осымен бүгінгі түсірілімді аяқтайық. Ұзақ болып кетті. Достар, егер де ақпарат пайдалы болса, аямай лайктарыңызды басыңыздар. Алмас Дүкенбайұлы деген арнаға жазылып, мені қолдап жіберіңіздер. Және шыққан қоңыраушаны ұмытпай басыңыздар. Келесі шығатын роликтерді жіберіп алмау үшін. Комментарий арқылы кері варианстарыңызды жасаңыздар. Пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше.